20 октября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 9,99 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет: 1 доллар США от 10,21-64 до 10,17 сомони, 1 евро от 9,9978 до 9,98 сомони, 1 российский рубль от 0,1615 до 0,1640 сомони. Мировые цены на нефть в четверг продолжают рост среды, в том числе после заявления президента США Джозефа Байдена о снижении стратегических запасов сырья в стране, следует из данных торгов. Цена на нефть марки Brent составила $93.19 за баррель, марки ВТИ $85.67 за баррель. Стоимость золота в четверг слабо меняется после падения среды, закрепившись на отметке около $1635 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов. Более 1,2 миллиона тонн овощей и около 216 тысяч тонн фруктов произведено в Таджикистане по состоянию на 14 октября текущего года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства страны. По данным ведомства, овощи в текущем году были взращены на общей площади 38 422 гектара. Сбор урожая овощей произведен с площади 37 541 гектара. Средний показатель сбора овощей по республике составляет 321 центнер с гектара. Самый лучший показатель в Сагдийской области – это 326 центнеров с гектара. Первый грузовой поезд из Таджикистана в Турцию через территорию Узбекистана, Туркменистана и Ирана начал свой путь на церемонии, состоявшейся в столице Таджикистана Душанбе в понедельник. Об этом сообщает «Бизнес Туркменистан» со ссылкой на Министерство дорог и городского развития Ирана. В церемонии приняли участие делегации из этих стран, транспортных компаний и деловых кругов. В то же время прошла логистическая конференция Таджикистана с участием представителей разных стран. Главы транспортных ведомств Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана после двухдневной дискуссии в ходе первой министерской встречи 8-9 октября по транзитному сотрудничеству в Тегеране подписали совместное заявление с целью развития транзитного сотрудничества. Вопросы развития таджикско-российского сотрудничества в сфере трудовой миграции, обсужденные вчера, 19 октября, в городе Душанбе, сообщили в Минтруда Республики Таджикистан. Заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Нодыри встретилась с заместителем гендиректора в ГУП паспортно-визовой службы МВД Российской Федерации Карповца. В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сфере миграции, продвижения двухсторонних отношений между миграционной службой Минтруда Таджикистана и в ГУП паспортно-визовая служба МВД Российской Федерации. Стоит отметить, что открытие представительства паспортно-визовой службы МВД России в Таджикистане позволит гражданам Таджикистана перед выездом в Россию пройти дактилоскопическую регистрацию и получить патент на осуществление трудовой деятельности, справку о знании русского языка и основ российского законодательства. Также представители в ГУП паспортно-визовой службы МВД России посетили миграционную службу, консультационные центры по подготовке трудовых мигрантов, агентство занятости за рубежом. Через газовый хаб, который договорились создать Россия и Турция, российское топливо смогут получать европейские страны. Как сообщил президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган, такую схему они согласовали с российским коллегой Владимиром Путиным. Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию, заявил Эрдоган. 14 октября президент Турции сообщил, что создадут хаб в кратчайшие сроки. Минэнергетики уже проводит работы. По словам турецкого президента, Фракия на востоке Балкан наиболее подходящее место для строительства.